Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. И сегодня у нас с вами будет обзор новинок. А именно мы с вами сегодня протестируем новые ароматы компании Avon. Это ароматы действующего каталога и ароматы следующего каталога. Вы видите, да, у меня уже тут подготовлены пробники. Конечно, это наши самые главные новинки этого лета. Это ароматы Attraction Dizzery. Мы к ним вернемся чуть попозже. Сейчас мы посмотрим с вами новиночки действующего каталога. Это у нас майский каталог. И у нас здесь сегодня у нас сегодня с вами здесь две новинки. Это персив шелк, не знаю, кому как удобнее. Вот он у меня есть. И второй аромат это Avon Petit Attitude. Petit Attitude. Это вот такой вот желтенький аромат. Я думал, что я его забыл заказать. А нет, я внимательный к своим подписчикам. Поэтому нет, я его не забыл заказать, я его заказал. Это два аромата, которые я сегодня протестирую. И чтобы не растягивать наше видео, давайте начнем. Начнем мы сразу с персива. Что нам пишет здесь компания? То, что это у нас аромат идет цветочно-фруктовый. В составе идет итальянский мандарин, жасмин и мускус. Я думаю, что уже многие этот аромат попробовали его благодаря ароматизированной страничке в каталоге. Это очень удобно. Но, друзья, скажу вам честно, что, например, у меня первое впечатление обманчиво. Потому что вот на страничке мне показалось, что аромат довольно, в принципе, интересный. Довольно свеженький. Но когда я получил пробник, заметьте, что к этим ароматам... ну ладно, все, не то сказал. В общем, я получил пробник к этому аромату, и этот аромат я пробовал на теле, да, нанес его. Мне он вообще как-то не впечатлил особо. И сегодня я вот при вас открываю коробочку, чтобы уже непосредственно попробовать его. И будем с вами это делать. Традиционно я качнул пару раз на бумажечку. Конечно, я мандарин слышу прям вот очень хорошо. Хоть немножечко его пытается перебить мускус, но мандарин я слышу хорошо. Вы знаете, я ожидал от него что-то такого кисленького, свеженького, но он нет. Он легкий, нежный такой аромат. Ну, я бы не сказал, что он свежий. Все-таки мускус, наверное, дает свое дело. Но мне он пока, знаете, не впечатлил. Насколько я люблю линейку персив, то вы видели, да, буквально недавно выходил обзор этой полностью всей линейки. Вот, я вам давал свой честный отзыв и даю сейчас его. Я пока отойду в стороночку. Но мне он, по крайней мере, пока не зацепил. Ребята, я не знаю. Какой-то он довольно такой простой аромат. И хоть хотелось что-то свеженького, но он нет. Мне он не освежает. Интересно, как он будет по качеству, стойкий он будет и не стойкий, что здесь у нас написано. Это парфюмированная вода. Ну ладно, хорошо. Давайте посмотрим следующий аромат. Это у нас Avon Petit Attitude. Ого, ничего себе, он не хочет выходить из коробочки. Выйдешь, куда ты денешься? Вот, вы знаете, насколько я помню, у меня первый аромат... Ой, смотрите, симпатючка такой желтенький. Желтенький такой аромат. Насколько я помню, у меня первый аромат прям пользовался хорошо спросом. Но сейчас почему-то он перестал. Так, это у нас идет цветочный аромат с ноткой гурме. Вот. В составе памела в сахаре, апельсиновый цвет, медовый аккорд. Но он должен быть сладкий аромат. Что чуть-чуть слышно было. О, он правда сладкий. Аж что-то слюньки пошли. Аж слюни пошли, не знаю. Слушайте, ну это беда какая-то. Мне он... О, кофе.
Я вообще его не слышу, вы представьте, что случилось. Да, я нотку апельсина чувствую. Ой, ребята, это вообще что-то непонятно. Я вообще не слышу этот аромат. Что такое? Все. Ноль. Может, у меня что-то не то? Ой, господи, упаси боже. Ноль, я не слышу его. Нет, все нормально у меня с нюхом. Вот, персив сейчас выдохся. Он такой, ну, оставлю пока. Уже более-менее он не... А это... Ноль! Вы представляете? Впервые у меня такой. Я не слышу его. Что происходит? Говорят, если ты не слышишь аромат, мальчик, это твой аромат. Я в шоке, просто в шоке. Бред какой-то. Ладно, друзья, ну что еще хотел вам показать? Я хотел показать еще вот такую вот замечательную новиночку. Это новый спрей клубничной мечты. Мы с вами сейчас еще вернемся. У нас впереди еще новинки следующего каталога. Я возьму сейчас немножечко паузу, чтобы мое обаяние отдохнуло. Вот, и покажу вам еще вот аромат, спрей для тела с ароматом клубники со сливками. Ой, я так обожаю эти спреи. Ой, вы знаете, он прям кисляк-кисляк. Он такой кисленький. Ну, прям вот клубничкой пахнет, которую ты вот в огороде. Не на рынке, а в огороде сорвал. Прикольно. Но мне, в принципе, как бы сам по себе этот аромат нравится. Не знаю. Ну, посмотрим, как клиенты мои отреагируют. Я их заказал сразу штук 10, потому что думаю, что будет бомба. Люди будут брать. Следующая новиночка. Ну, не совсем новиночка. Это у нас лимитированная коллекция. Это крем для рук с авокадо. Я смотрю, что этот крем для рук прям набирает такие обороты. У меня в заказе, у моих представителей этих кремов полно. Ну да, это тот же самый крем с авокадо. У меня уже был на канале этот обзор, где я тестировал все крема. Крем классный, он впитался мгновенно в кожу. Липкости нету. Приятный нежный аромат. Рекомендую. И он сейчас халява. Всего лишь там 330 тенге при покупке какого-либо средства с каталога. Поэтому заказывайте. Еще одни новинки следующего каталога. Это крема. Это крема. Я вижу, что их не видно. Это крема Кия. У нас их вышло два вида. Один идет, и оба, причем 3 в одном. Один идет для лица тройной уход, питание, мягкость, защита. С витамином Е, маслом макадамии для сухой и очень сухой кожи. А вот второй идет у нас с витамином Е для нормальной кожи. Крема я эти еще не смотрел. Вот такой вот синенький крем сейчас попробуем, протестируем. Ну, вы знаете, я полностью уверен, что... Ну да, у него такая легкая отдушка. Ну, крем, как вот обычный крем пахнет. Мне он приятен. Он, в принципе, тоже впитался мгновенно. В принципе, не липкий, ничего. Ничего, все классно. Так, а вот этот крем с желтеньким, да, у нас идет. Ой, мне он показался по консистенции, как будто бы как бальзам, что ли. Ой, а у него вообще отдушки как будто бы и нет. Он такой, знаете, без запаха, абсолютно без запаха. Прикольно. Ну, очень многие, да, спрашивают крема, чтобы на лицо нанести, чтобы не было запаха. Поэтому я думаю, что это как раз для вас. Ну, хорошие новиночки. Крема у нас будут стоить в июньском каталоге 800 тенге. Спрей сейчас стоит 550. Ну и крем для рук я вам сказал. Ну что, возвращаемся к обзору новиночек. Нет. Это что-то. Я его не слышу вообще. Напишите, пожалуйста. Ой, на меня капнуло с колпачка. Ну так, конечно, я маломальски слышу. А вот
на бумажке я нанес, я его вообще не слышу. Друзья, напишите мне срочно в комментарии, кто приобретал этот аромат. Я его не слышу. Ну вот персив я слышу, а его нет. Такое ощущение, что... Ну, я не знаю, я боюсь его клиентам предлагать. Я, наверное, не буду связываться с этим ароматом. Он какой-то этот засланный казачок. Не нравится он мне, не нравится. Но он не пахнет, я его не слышу. Сейчас он в каталоге стоит 2300 тенге. Цена это недорогая, бюджетный аромат. Почему бы и нет? Но тут пчелки нарисованы, типа не мед собирают. Все, я не хочу больше тебя нюхать. Вот он в крышечке, он хоть чуть-чуть пахнет. Но почему на бумажке он не пахнет, я не знаю. Может быть, с бумажкой. Так, персив у нас стоит 4000 сейчас в каталоге. В следующем, по-моему, такая же будет цена. Переходим к самой главной новинке. Это у нас Attraction Dizzery. Очень хотелось мне попробовать этот аромат. Я уже видел, что многие российские блогеры попробовали, но я не стал смотреть их отзывы, чтобы мне как сказать... не сбить меня палкой. Я люблю сам первый попробовать, чтобы уже быть уверенным. Итак, друзья, начинаем вскрывать. Первый аромат мы будем с вами пробовать женский. У меня есть уже такой опыт, что после мужского аромата может быть произойти ЧП, и я могу его не распробовать. Итак, женский аромат. У нас сейчас Attraction стоит вся линейка 5200 тенге. Но это у нас линейка считается премия люкс, то есть линеечка не дешевая. Ароматы должны быть очень вкусные, очень клевые. Дорогой должен быть шлейф. Просто вау! Вау, это вообще супер! Девчонки, он вживую смотрится обалденно. Очень красивый дизайн. Просто очень мне он понравился. Как он переливается. Вы посмотрите. Красота. Ну, главное, чтобы эта красота еще и вкусно пахла. Итак, смотрите, что нам здесь пишут в каталоге. Завлекая соблазняющими ароматами неповторимой черной вишни, я делаю шаг полной чувственности с нотками абрамского жасмина, золота янтаря, навсегда оставляя в сердце незабываемый момент. Восточный аромат в составе вишня, жасмин самбак, золотой янтарь. Ну ладно, зачем мы будем ароматизированную страничку мучить, когда у нас сам аромат есть в наличии? Внимание! Час Х настал. Я очень сильно ждал эту новинку, потому что... О, я уже слышу, в отличие от этого аромата, я его слышу. Аромат сладенький. Ой, ой, нет, не подумайте, я не в туалет захотел. Ой, боже мой, что... Бред какой-то. Вы знаете, мне сейчас этот аромат что-то напомнил. Он конкретно мне напомнил аромат Avon Lac. Классический. Прям пипец как похоже. А почему? Почему он мне его напомнил? Помните, я вам говорил, что на днях должен выйти обзор этой линеечки. Так вот, завтра смотрите на моем канале этот обзор. Так, ну здесь абсолютно разный состав. Но мое личное мнение, меня этот аромат не впечатлил. Но он сладенький такой. Не знаю я. Но он мне сильно напоминает Avon Lac почему-то. Ну, он, в принципе, довольно интересный аромат, но я ждал, знаете, что-то такого вот сладенького, судя по обложке. Может быть, кисленького, что-то кисленького захотелось. Ну, типичный эйвонский аромат. Вот типичный. То есть ничего такого нового я не услышал.
Не знаю. Не особо он меня впечатлил. Аромат, да, аромат. Извините, допустим, если сравнивать, то я уж лучше предложу клиенту Персив Дью. Мне он больше нравится. Ну и еще одна новиночка. Немножечко сейчас отдохну. Может быть, я поменяю свое решение. Но я говорил, что, знаете, бывает первое впечатление, оно обманчиво. Может быть, уже каким-то следующим обзором, а я еще не делал обзор на линейку Attraction, может быть, я и поменяю решение. Ну а сейчас для меня очень-очень будет интересно мужской аромат. Мне они достались за сущие копейки. Я очень сильно хочу себе обновить свой парфюмерный гардероб, поэтому я буду надеяться, что он будет очень-очень вкусный. Ну, конечно, дизайн, он того стоит. Я хочу уже такой аромат поставить себе на полочку. Ну, не просто, чтобы он на полочке стоял, а чтобы я им пользовался. Итак, здесь у нас идет древесный аромат. А я уже так... Ой, слушайте, как будто пахнет уже. Так, древесный аромат. А я, значит, уже древесные ароматы люблю. Вишня. Ага. И тут вишня идет. Корень ириса и янтарь. Ну, ничего страшного нету, что не люблю я, да? Поэтому, ой, ну дизайн клевый. Смотрится он, конечно, дорого-богато. Поэтому будем и в руке-то держать приятно. Ну, Attraction молодцы, конечно. О, вау, вау. Какая вишня? Вы о чем? Я вообще ничего не слышу. Что там было заявлено? Я вообще в растерянности сейчас. Он довольно, в принципе, аромат интересный. Вы знаете, что? Как мы поступим? Я этот аромат буду протестирую еще раз. А мне он нравится. Мне он нравится. Я хочу его попробовать. У меня есть вот такие вот замечательные пробники. Вы знаете, я, наверное, оставлю сначала себе вот этот пробник. Для клиентов у меня еще есть вот такие вот пробники. А я себе оставлю вот такой пробник. И до талого его использую. И если... Ой, слушайте, ну правда. А мне интересен этот шлейф. Он, знаете, он не резкий аромат. Как будто вишню сейчас услышал. Он не резкий аромат, но он такой мужской. Он такой мужской, классный. Ой, слушайте, у меня прям вот что-то вот типа вот так вот, прям любовь какая-то проснулась. Все, однозначно я его оставлю. Я оставлю сначала тестер. Я прогоню его. Я неделю пропользуюсь этим тестером. Не буду больше пробовать никакие ароматы, только прохожу с ним неделю. Я постараюсь это сделать, это будет очень сложно. Вот, и скажу уже вам по результатам. Но знаете, первое впечатление, мне этот аромат больше понравился, чем женский. Ну, это понятно, да? Сейчас скажете, ну понятно, ты же мужик, тебе должны мужские нравиться. Слушайте, а где у нас этот? Где у нас последний аромат, который я хотел протестировать? А он спрятался, он не виноват. Может, он там? Друзья, прошу прощения, но сейчас я быстренько посмотрю. Что-то Лёшка запутался, где этот аромат. Ну и ладно, фиг с ним. Wild Country у нас с вами. Wild Country. Третий аромат в этой линеечке. Давайте его протестируем. Я не нашел в каталоге, где он находится. Но надо найти. А, вот он. Прошу прощения. Вот он, красавчик. А красавчик он или нет, давайте его будем пробовать. Смотрите. В глаз кто-то попал. Смотрите, у нас с вами этот аромат идет уже, в отличие вот от этих ароматов, без слюды, без фольги. Вот такой вот он флакончик. Он, в принципе, ничем не отличается. Нет, отличается он цветом от других флакончиков. Так, это у нас идет фужерно-амбровый аромат.
А где у нас здесь состав? Не хотят состав писать, ну и ладно, попробуем без состава. Где у меня? Где у меня бумажечки? Я сам на себя качнул, я не повернул бумажку. Без бумажки мы, сами знаете, да? А с бумажкой человек. Ой, ну, мне нет, друзья. Мне этот аромат не нравится. Он такой, он рисковатый, в отличие от этого аромата. И вообще мне линейка Wild Country не очень нравится. Я знаю, что классический аромат Wild Country пользуется просто бешеной популярностью, а вот этот, я не помню уже, как классический пахнет. Ну вот сейчас он выветрился, он довольно не такой резкий, как я сейчас вам об этом заявил. Довольно, в принципе, прилично аромат. Ну, лично мне он не нравится, я им пользоваться не буду. Он для меня резковатый. От него у меня будет болеть голова, это однозначно, это не мое. Но хочу сказать, что он не вонючий, аромат довольно приятный, такой мужской, классический аромат. Я думаю, что на теле он будет, на улице он раскроется намного интереснее. Просто шикарно. Итак, ну что, друзья мои хорошие, ну вот в принципе и все. Вот такой вот у нас сегодня получился затест новинок. Все протестировал, все попробовал. Конечно, решать вам, нравится вам это или нет. Я свой отзыв дал. С сегодняшнего дня я буду пробовать. И вот я уже его достаю. Я буду пробовать вот эту новиночку. Мне мужской аттракшн в принципе понравился. Я хочу его прогнать, протестировать на теле, на себе. Несколько дней я с ним поживу, похожу и сделаю уже свой окончательный вердикт. Вот. Он, когда я вот сейчас его качнул, он показался рисковатым. Но на самом деле аромат какой-то для меня загадочный. Мне он очень понравился. Да, вот так бывает. Ну что, подведем итоги. Итоги будут таковы, что с этих всех обзоров у меня персив все-таки мне он понравился. Сейчас вот шлейф у него легкий, воздушный, аромат довольно свеженький, неприторный. Мне он нравится. Я буду заказывать кучу пробников. Срочно буду рекламировать его своим клиентам. Вот. Этот чуть-чуть прочувствовался. Сейчас я чувствую нотку ананаса. А есть он там ананас? Я что-то забыл. Но он прям, знаете, он такой легкий. Мне такое ощущение, как будто он не стойкий. Потому что я его не слышу вообще. Но вот нотку ананаса я услышал. Ну, прям совсем легкий. Я не знаю, может быть, есть, знаете, есть клиенты, которые хотят духи, но у них аллергия там на запахи. Я не знаю, возможно, вот этот вариант как раз-то и для них. Главное, чтобы не было аллергии на мед. Здесь же у нас мед. Следующее, что хочу сказать, это по линеечке Attraction. Женский аромат мне показался довольно простой. Ничего нового я не услышал. И я как будто бы заметил, что этот аромат как два близнеца с ароматом Avon Lac, который классический. Они прям мне показались очень-очень похожи. Я буду предлагать этот аромат для тех, кто любит сладкие ароматы. Он сладкий довольно. У него сладкий аромат. Ну, еще раз скажу, что ничего такого он меня не впечатлил. Следующий аромат это Wild Country. Вот сейчас он уже не такой резкий. Он довольно уже выветрился и довольно неплохо пахнет. Как я уже сказал, такой классический мужской аромат. Он довольно неплохой. Я его тоже буду рекламировать. Мне он уже нравится. Но лично я им пользоваться не стал бы. Это не мое. Но мне он все-таки нравится. Он не вонючий аромат. Он довольно достойный. За такую-то цену 2300. И вот интересный аромат Avon Attraction. У меня уже есть в линейке аромат, который Фри, как он называется, забыл. Белый аромат, он мне очень нравится, безумно я им люблю пользоваться.
И вот этот аромат, он мне очень заинтересовал. Я боюсь сказать, что он мне нравится, потому что хочу его еще все-таки прогнать, протестировать, попробовать. Ну и про эти новиночки говорить уже не буду. И дабы я уже время растянул, да не знаю сколько. Друзья мои, спасибо большое, что вы смотрите мои видеообзоры. Спасибо большое за ваши отзывы, за ваши комментарии, что вы пишете, насколько вам это полезно. Мне очень приятно, что вам нравится мой формат видео, как доношу я, как рассказываю свои впечатления, как рассказываю о каталогах, о новинках. Мне безумно приятно, что вам нравлюсь я, нравится мой канал. Я буду стараться делать и дальше безумно интересные ролики. Поддерживайте меня, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь моими видео со своими друзьями. Говорите, что есть вот такой классный канал, замечательный руководитель, который, несмотря ни на что, держит себя в форме, эмоциональной форме. Я очень счастлив, что есть вы у меня. В преддвериях праздника, уже скоро моему каналу исполнится 2 года. Я очень сильно хочу, чтобы вы мне сделали такой подарок. 3000 подписчиков на день рождения канала. Друзья мои, это несложно, просто нужно поделиться этим видео со своими друзьями и сказать, что канал классный, подпишитесь, очень много интересного. На это у меня все. Спасибо большое, что досидели до конца, досмотрели этот огромный обзор. Впервые у меня такой обзор на новинки получился большой. И до встречи в следующем видео. Завтра мы с вами будем тестировать линеечку Avon Lac. Ну и по традиции в пятницу кулинарный влог. Поэтому до встречи с вами завтра, послезавтра. Жду вас и крепко-крепко обнимаю. Пока-пока. Пока.